В этом выпуске поговорим о тарифе детский в Яндекс.Такси, отвечу на такие вопросы, как почему этот тариф Яндекс нам не внедряет, по какой причине это происходит, тоже на самом деле в этом виноват. Всем привет, всем ассаламу алейкум, рад вас приветствовать на канале Демижан про такси, где я рассказываю все о работе в сфере такси. На моем канале вы найдете все самое интересное для работы в такси, также способы по увеличению своего заработка в Яндекс.Такси. Так что подпишись на канал, отправь ссылку на мой канал своему другу, который работает в такси, поставь лайк этому ролику, жми на колокол, чтобы не пропустить свежайшие ролики от меня про такси. Итак, поехали! Пройдемся сперва о самом тарифе детский в Яндекс.Такси, по истории его запуска. Тариф детский появился в Яндекс.Такси в 2017 году. Сейчас тариф действует в 172 городах России. Еще в 220 городах детское кресло можно указать как опцию при вызове автомобиля. Вопрос Яндексу: почему у нас нет этого тарифа? По законодательству Республики Казахстан запрещается перевозить детей до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Штраф за ребенка без детского кресла или на переднем сидении автомобиля в Казахстане составляет 5 МРП, это 17 250 тенге, согласно пункту 1 статьи 593 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан. Правонарушение, совершенное повторно в течение года, наказывается строже. 10 МРП, это уже 34 500 тенге, пункт 3 статьи 593 того же, ребят, кодекса. Однако водителя в первую очередь должно интересовать не наказание за нарушение, а здоровье ребенка. Никто не может с уверенностью сказать, что он не попадет в ДТП. Как правило, в него попадают неожиданно и не всегда по своей вине. И кто же в этом виноват? Пассажиры с детьми? Нет, ребят. Яндекс? Возможно. Но значительная доля ответственности лежит на самих водителях, которые ежедневно нарушают правила дорожного движения, и общество, для которого это уже стало нормой. И, конечно же, государство, которое не контролирует исполнение водителями данного закона. И что же Яндекс? Яндекс — это предприниматель, ребят. Ему это на руку. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Яндекс может внедрить тариф детский с легкостью, пример города России и Белоруссии, но добровольно этого не сделает, так как это несет убытки. Пассажиры с детьми просто перестанут заказывать и уйдут к конкурентам, ведь не все водители Яндекс.Такси захотят подключать тариф детский и выполнять требования данного тарифа, что приведет к массовой отмене заказов. Яндекс сделает это тогда, когда требования будут ко всем агрегаторам без исключения на законодательном уровне. Вопрос к законотворцам и новоизбранным депутатам. Почему бы не проявить инициативу и довести дело до конца, как, например, с законопроектом о самокатах? Наши соседи Россия и Белоруссия еще в 2017 году задумались об этом и позаботились о подрастающем поколении, ужесточив контроль за соблюдением законодательства о правилах перевозки детей. Я думаю, что и нам пора, не нужно ждать резонансных трагических случаев, ведь если водитель попадает в ДТП и ребенок получает травму, независимо прав ли этот водитель, у кого не было удерживающего устройства для ребенка, он понесет уголовную ответственность согласно законам РК. Так что любой водитель может отказать в перевозке пассажиров с детьми до 12 лет, если у водителя нет удерживающего устройства. И Яндекс обязан вернуть баллы активности при отмене, потому что водитель Яндекс.Такси не имеет права выполнять заказы, которые приводят к нарушению правил дорожного движения, а конкретно статьи 593 Кодекса о административных правонарушениях Республики Казахстан. Также обращаюсь к водителям: перестаньте возить детей без детского кресла. Если так хотите, то приобретите детское кресло и удерживающее устройство и выполняйте данные заказы. Ребят, я думаю, всем было ясно. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, продвинем это видео, чтобы увидели их все, и даже и наверху у нас. Поддержите видео. С вами был Демижан. Всем пока-пока.